пределами материкового Китая случаи заболевания фиксируются в Южной Корее, Японии, Иране, во Франции и Италии. В последние страны уже прекращены продажи путевок, но там остается много туристов. Между тем, власти Москвы уже подтвердили информацию о первом подозреваемом на коронавирус туристе, вернувшегося из этой страны. Сейчас он проходит целый комплекс диагностических мероприятий. Окончательный анализ пока не подтвержден. Ростуризм в это время закрыл границу с Южной Кореей, приостановил продажу билетов в Италию и Иран. Испытывают ли якутяне проблемы с возвратом билетов и туров, и куда поехать отдыхать после долгой зимы, узнавала Ульяна Шагина. Вместе с другими подозреваемыми на коронавирус туристами, вернувшимися из Италии, и наша землячка Юлия, которая живет и работает в Москве. Сейчас все они помещены в первую инфекционную больницу Москвы, где для них выделили отдельный бокс. Юлия показала условия проживания, а также поделилась своими переживаниями. Конкретно под подозрением никого нет, но фактически мы все тут под подозрением. В нашей палате 7 девушек. Вот, в остальных палатах не знаю сколько, но нас немало. Это учитывая, что у меня все равно температура иногда поднимается, но что врачи говорят, что возможно у вас просто стресс. Несмотря на запреты Ростуризма, многие якутяне не боятся лететь в азиатские страны. Петр Васильев запланировал поездку в Японию еще в феврале. Так как попасть в эту страну из Якутии напрямую нельзя, ему пришлось подобрать оптимальный маршрут с пересадкой в Южной Корее. После официальных запретов маршрут пришлось полностью пересмотреть, даже сдав билеты обратно. Теперь ждет возврата денег. 1 марта текущего года билеты пришлось сдать. Собственно, в авиакомпании сказали, будет компенсация в течение 2-3 дней. И любой желающий, в принципе, может сдать эти билеты. Работники якутских турагентств идут навстречу населению. Деньги, заранее купленные билеты в Китай, Южную Корею, Иран и Италию, возвращаются в полном объеме. При этом никаких дополнительных документов предоставлять не надо. Только паспорт и билеты. Главное, сделать это до вылета рейса. В противном случае придется делать это в претензионном порядке. Если вы онлайн купили, обращайтесь там по горячей линии, телефон, или на сайте авиакомпании, где покупали. А если у нас покупали, то мы возвращаем 100%. В Забайкальском правительстве подсчитали, в отпуск на сегодняшний день в связи с запретами не уехали более 300 человек. В Якутии пока таких данных нет. Между тем, не зафиксированы и официальные заявления от населения по поводу задержки или невозврата денег за ранее приобретенные туры. Не было таких заявлений и в региональном Роспотребнадзоре, которые, кстати, обещают помочь при возникновении проблемной ситуации. Если поступает отказ об удовлетворении требований потребителя со стороны исполнителя, потребители вправе обратиться в наш адрес для досудебного урегулирования вопроса с исполнителем, либо сразу обратиться в суд с требованием о возврате полной суммы, которая им положена по закону. Столичные турфирмы уже отмечают об уменьшении туристического потока. К примеру, Южная Корея была не только одним из излюбленных мест отдыха якутской молодежи, но и стыковочным городом в другие азиатские страны. В целом, по сравнению с прошлым годом, конечно, да, спрос туристический упал, но мы так думаем, что народ все-таки выжидает, да, все надеются, что эта ситуация стабилизируется и откроются границы, ну, месяц-два, в принципе, время пока еще есть подождать. Пляжный сезон начнется только с середины мая, и, скорее всего, многие якутяне предпочтут в этом году все-таки отдыхать внутри страны. Уже сегодня многие из них едут отдыхать в минеральные воды Анапу и Сочи. Как говорится, чужое и хорошее постыло, а свое и худое домило. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск.